Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня представить современную жизнь без гаджетов, конечно же, невозможно. Поэтому мы решили провести небольшой мастер-класс, и сегодня мы будем делать подставку для сотового телефона. Возможно, это вот такая мелочь, но в быту это действительно очень полезная вещь. И мы вновь решили посетить Мархинскую среднюю общеобразовательную школу номер 2. И преподаватель по технологии Маикунов Дмитрий Валерьевич сегодня окунет нас в мир предмета, который называется технология. Здравствуйте. Здравствуйте. То есть вот подобную подставочку вы делаете на уроках технологии с вашими учениками? Совершенно верно, да. Мы изготавливаем его. Она рассчитана на один урок технологии, и дети способны его изготовить самостоятельно. Такова методика. Методика. Так, ну вот, собственно, незамысловатый такой брусочек, да, а действительно, как облегчает жизнь, да, ну, допустим, вот возьмем телефончик, да, уроки делаем, да, поставили так. Смотрим мультики. Конечно, нежелательно смотреть, но все-таки периодически мы их смотрим, да. Что еще? Кушать готовим, тоже туда поставить. И хозяйкам полезно, и все. И не всегда на это нужно тратить много денег, да? Совершенно верно. Можно посмотреть ваш мастер-класс и сделать дома. Да. Используя, провести время со своими детьми. Итак, что нам для этого понадобится? Так, для этого нам понадобятся такие инструменты, как стамеска обычная, да, вот стамеска, ножовка по дереву, наждачная бумага, поролон и морилка на водной основе. То есть она специально предназначена для того, чтобы им могли работать дети, потому что они не имеют запаха. Так, ну и самое главное, из какого материала мы будем делать сегодня подставку? Да, самый ходовой материал для изготовления подобных поделок – это сосна. Сосна, она податливая, мягкая, хорошо обрабатывается и находится постоянно в свободном доступе. Вот исходное состояние нашей подставочки выглядело так. Ну, такие досточки есть, мне кажется, во многих частных домах, да, либо не знаю, на стройках. Никому не жалко будет, если кто-то у вас попросит, допустим, да, такую досточку. Мне кажется, с удовольствием вам ее отдадут. Ну и здесь можно сделать не одну подставку, а несколько. Несколько, хорошо. Да, будет несколько штук. И самое главное, по себестоимости это копеечный вариант, совершенно, можно сказать, бесплатный. Вот. И изготовить способен его ребенок. Ребенок. Да. Так, как брусочек какого размера у нас примерно? Так, брусочек у нас в длину получается 15 сантиметров и в ширину 7. В ширину 7 сантиметров. Вот. И главной особенностью здесь является такая прорезь, которая и позволяет ставить телефон как в таком положении, так и вот в таком положении. Да, он ее очень прочно держит, вот, и не занимает много места. Хорошо. Итак, начнем? Давайте приступим. Так, ну, для работы с детьми в основном я использую такие шаблоны. Вот, он так выглядит. Значит, мы его налаживаем на, можно изначальный этап, но в данном случае уже подготовленный брусочек, да, это у нас как изделие будущее, значит, мы так вот наносим, получается. Выемки какие-то? Выемки, да. А какой размер тоже это у нас примерно? Так, размер получается здесь 12 миллиметров. 12 миллиметров. Можно чуть больше сделать, 14 миллиметров. И глубиной он у нас будет примерно 1 сантиметр. Хорошо. Примерно 1 сантиметр. Приступим. Так, мы наносим такие вот насечки. Так. Все из подручных средств. Да, все из подручных средств. С тем расчетом, чтобы ребенку можно было бы самостоятельно изготовить данное изделие. Вот все. Теперь приступаем к пилению. Так, это уже мужская работа. Да. А девчонки тоже это делают, да?
Девочки, они в основном занимаются вышиванием, но тоже иногда принимают участие, они хотят изготавливать. Главной особенностью здесь является в том, что прорезь должна быть выполнена под углом. Под углом, да. Ну, можно это, не обязательно здесь рассчитывать градусы. Все делается на глаз, можно сказать так. Вот. Под углом. Да. Это чтобы гаджет наш стоял вот так, Да. Видите? С наклоном. Стоял с наклоном. Поэтому мы его так самостоятельно Вы так на глаз рисуем. все тоже, да? На глаз, совершенно верно. Все на глаз рисуем. Но главной особенностью является в том, что гаджет должен быть направлен именно от себя, чтобы наклон был Ну, логично. Туда. туда, а да. не сюда. Совершенно верно, да. Вот здесь. Так. Это мы убираем. Все. И вот так вот мы нанесли такой рисунок. И сейчас будем пилить. Выпиливать. Да. Сейчас будем пилить. И тоже уже сразу под углом. Сразу под углом, да. Пилится сразу под углом. Есть. Выпиливается не полностью, конечно, до середины. Ну, важно рассчитать так, чтобы пропилы были равномерные, да, и просматривались на просвет. Вот, если на просвет они ровные, то можно уже приступать к выбивке. Вот я сейчас смотрю, две линии я вижу, два прореза вижу, а как выбить-то эту часть оттуда? Так, для этого мы применяем стамеску. Так, стамеска ложится на край стола. Сейчас что-то Так. пойдет. На край верстака. И аккуратными движениями мы его выбиваем отсюда. Вот. И вот Да. такими кусочками потихонечку. Совершенно верно, да. Здесь важно все правильно рассчитать, чтобы не отколоть у нас основную часть и сохранить эстетику. Вот так. Вот. Вообще хорошо зашлифованная древесина, она красиво выглядит достаточно. Вот так вот. Да. А глубину мы можем еще потом. Да. Делаем поглубже его сделать. немножко еще поглубже. Пока Дмитрий Валерьевич делает поглубже, обратите внимание, какой у него молот. Молот у преподавателя по технологии тоже самодельный. Да, это называется киянка. Как? Киянка. Это еще и не молот, а киянка. Вот Да. так вот. То есть все делается самостоятельно. Сразу видно, человек занимается тем делом, которому было предназначено, да? Вот Да. так вот. А ведь можно было готовый купить, а зачем? Продолжаем. Продолжаем.
Здесь самое главное выдержать глубину. Выбиваем его. Все это аккуратненько доделываем. То есть выемка получается такая идеально гладкая, да? Совершенно верно, да. Идеально гладкая и ровная. Ну, главное, чтобы именно была выдержана глубина. Вот. Теперь мы высверлим отверстие для ручки. Наносим карандашом разметку. Вот. И высверливаем отверстие. Ну, такое дополнительное, как бонус. Отверстие. Чтобы затем туда можно было, ну, оно не сквозное, вот, и чтобы держался карандаш. Все. Теперь изделие нам нужно хорошо зачистить наждачной бумагой. Значит, наждачная бумага подойдет здесь к крупной зернистости, и затем мы переходим уже к мелкой наждачной бумаге. Ну, сперва крупной. Так, зачистим ее. Тем временем, пока Дмитрий Валерьевич зашкуривает нашу подставочку, я рассматриваю работу учеников его. Да? Посмотрите, какие такие уникальные игрушки. Да? Это тоже делают дети. Да. Какой класс? Это 5 класс. 5 класс по шаблону изготавливается специально с техникой раскалывания и минимум инструментов. Это значит ножовка по дереву и стамеска обычная. Вот такие игрушки. Да. Интересные. Да, с элементами значит, вырезания по дереву. Вот так. Там есть элемент. Так, а здесь уже работы, которые были выставлены на различные конкурсы и занимали призовые места. Это выжигание, да, у нас? Да, это выжигание. Пирография. Техника. С такой же техники, да, мы видим здесь еще один. Да, победитель, да, победители, конкурсов. да. Вот эти все работы, они занимали призовые места в конкурсах республиканских и городских. А здесь какова красота? Ну и, собственно, вот еще у нас ребята делали также самостоятельно на уроках технологии, да? Так, ну и вот еще одна работа, это тоже выжигание, да? Да. Это изготовил Майджи Дима из 5 В-класса. Пятиклассники. Да. Вот такое могут сделать пятиклассники. Да. Здорово. Так, ну, мы практически, я закончил шлифовать. Теперь мы покроем его морилкой на водной основе. Я хотел немножко рассказать про данный вид красителя. Морилка водная. Вот. В начале, когда я начал работать только, тоже работали с такими красителями, морилками, но был главный минус – это токсичный запах. Вот. На уроках технологии дети очень хотят красить, и этот запах мешает. Конечно. Вот, да. А поэтому, это современная морилка. Да, поэтому я походил по магазинам, посмотрел и нашел такую морилку, у которой нет такого токсичного запаха, да, от которого не будет болеть голова, и он идеально подходит для такой работы. Так, используем губку
и покрываем изделие нашей морилкой. Ой, вы знаете, а вы пока покрываете морилкой, я тут подумала, что в принципе на этой подставочке же можно еще и гравировку сделать, там, любимой Можно. бабушке, любимой маме Совершенно на верно, 8 да. марта. Можно еще покрыть лаком, наверное, да, тогда Да. она будет еще так по-другому, да, фактура Совершенно будет верно, выглядеть. да. Я не знаю, можно приклеить стразы, в конце концов, да? Да. Можно, я не знаю, ну, тут главное была бы фантазия, да? Это лишь только такая основа, базовая вещь, которую вот можно сделать, да? Да. Самостоятельно, а вот декор — это уже дело, как сказать, на любителя, да? Да, совершенно верно. То есть девочки, наверное, бы точно добавили бы страз. Это точно, да. Мне тоже так кажется, да. А вот мальчики, возможно, бы что-то выжгли, да? Допустим, Да. свои инициалы на такой подставочке. И уже точно это будет эксклюзив. Повторить такое будет сложно. Да, здесь мы изготавливаем именно базовую модель, можно так сказать, базовое изделие, вот, которое используется повсеместно в быту. Вот. Так мы покрываем ее морилкой, и он становится намного красивее. А вы знаете, зато вот такие подставочки еще же и аромат издают прекрасный, да? То есть это Совершенно верно, да. натурпродукт, натуральное дерево, и это такой еще антистресс, я бы сказала, подставочка, Совершенно да, верно. потому что ароматы, конечно, замечательные. И вот морилочка-то подчеркивает всю фактуру дерева, да? Совершенно верно, да. Подчеркивает фактуру дерева, становится более такой красивый. Все, изделие готово. Теперь мы его используем, попробуем поставить сюда телефон. По назначению, так сказать, да? Покрылся пылью. Так. Все. Все работает. Проверено на себе, так сказать. Звоним бабушке, дедушке, параллельно делаем уроки, Да. возможно, ищем какую-то полезную информацию в интернете, дабы написать какой-нибудь реферат. Но, собственно говоря, это в любом случае на пользу, да. Ну что, спасибо большое, Дмитрий Валерьевич, за прекрасный мастер-класс. Творите, созидайте, пробуйте, проводите время побольше со своими близкими, да. Но если вдруг у вас завалялась где-нибудь вот такая досточка, то можете смело сделать из нее несколько замечательных подставок, украсить их на свой вкус и цвет, ну и, собственно, подарить своим близким, а почему бы и нет? Ведь это будет такой уникальный подарок, сделанный своими руками. Еще раз спасибо. Я надеюсь, мы не прощаемся. И в вашей голове так еще как минимум, наверное, 100 вариантов для наших мастер-классов есть. Да, есть. Есть. Кстати, хотелось бы отметить, что это такой уникальный преподаватель, потому что, как он говорит, он зачастую на уроках, да, делает то, что не делает никто другой. Правильно? Да. И это его отличительная черта. Очень повезло вашим ученикам. Спасибо еще раз. Ну а мы увидимся уже совсем скоро. До скорых встреч.